нас в семье 2 водителя, я и мой муж. И мы иногда даже спорим, кто поедет все-таки за рулем. Юлия Руденко – автотурист со стажем, часто ездит с семьей в соседние города. Показывает фотографии с последней поездки в Казань. Говорит, с появлением более короткого пути до столицы Татарстана ездить сюда стало удобнее. Мы даже не ощутили тот промежуток времени, что мы проехали. Мы приехали действительно очень быстро, комфортно и вообще очень здорово. Нам нравится кататься, ездить. В преддверии сезона отпусков Юлия с семьей ищет новые маршруты для путешествий. У нас дети выбирают поездки, они смотрят в основном в телефонах, это все в интернетах, в статусах, вот. А мы уже по все на слуху, по слухам, и как бы ездим вот так вот, мотаемся. Ездить в другие города приходится и по работе. По словам автоледи, новый мост через Каму значительно облегчил путь. Заметила, популярность автотуризма в стране с каждым годом растет. Пообщавшись со своими жителями, собрав мнение, что сейчас действительно наши дороги стали намного лучше, и наши автовладельцы, даже, можно сказать, автолюбители сейчас начали чаще выезжать по разным городам. Это действительно замечается. По данным Ассоциации туроператоров России, почти 70% жителей в 2025 году ездили в путешествия на автомобиле, и уже 80% планируют сделать это в нынешнем году. Такой рост вызван в том числе появлением новых качественных дорог и модернизацией федеральных трасс. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в населенных пунктах страны проводят фестивали, праздники, разрабатывают туристические маршруты, строят гостиницы и глэмпинги, что также привлекает любителей путешествий и активного отдыха. Светлана Звонарева, Алмаз Кашаев, ТНВ, Нижнекамск.